С уборкой снега закончили. Пойдемте приготовим что-нибудь вкусненькое. Святая святых, мясной ларец. И вот она, говяжья голяшка. Вот такая голяшка у нас, ребята. Мы с ним что будем делать? Мы его в духовке запечем. Это будет долгая история. Мы сейчас его моем, маринуем и отправляем в духовку. Для маринада нам нужна горчица, чеснок, перец черный, смесь перцев, соль. Так, и нам нужна будет фольга и пергаментная бумага. Все, больше ничего не надо. Приступаем. Сначала нам надо будет помыть голяшку. Свежий забой. Мясо отличного качества. Почему именно голяшку надо так делать? В этой части коровы очень много соединительных тканей, жировых тканей, костный мозг. И при долгом готовке, особенно при томлении, эти вкусы смешиваются, и мясо получается просто очень вкусно, белиссимо будет. Еще я называю такие рецепты, как бы сказать, ленивые рецепты. Все максимально просто готовится. Начинаем все с духовки, включаем на обогрев, и температура 180. Надо сразу на большой температуре начинать, потом постепенно будем температуру понижать, чтобы дать эффект остывающей печи. Вся фишка в этом. Мясо даже не обязательно размораживать. Нам дополнительный, вот когда при моменте готовки оно будет таять, и дополнительный сок мяса еще сочнее будет. Обсушиваем мясо, да, салфеткой. И тут же маринуем. Для этого чеснок нам понадобится буквально несколько зубчиков. Ну, зубчика 4. Думаю, будет достаточно. Чеснокодавка. И прям все здесь будем это дело делать. Выдавили чеснок. Перчика свежемолотого. Солим примерно на этот кусок у нас пойдет где-то чайная ложка. Вот так, с горочкой. Не, мало будет, еще половинку. Так, и обязательно надо растительное масло. Просто специи, особенно черный перец свежемолотый, он очень хорошо раскрывается именно в масле. Масло, горчица такая зернистая, вкусная, но немножко сладенькая. Добавляем. И вот прям его надо теперь помассировать так. Мы намазали, берем далее этот сразу дело убрать. Как говорят в кулинаре, рабочее место должно быть всегда чисто. Пергаментная бумага. Расстилаем, ставим все, что отсюда можно выгрести. Выгребаем все к мясу. Так вот. Берем ножик. Примерно вот столько. И вот все, как бы все заворачиваем, заматываем. И вот вы не думайте, что прям такой замерзший кусок. В процессе, пока она будет таять, она замаринуется
То есть первые где-то там полчаса в духовке с ней будет происходить именно момент маринования. Дальше она будет уже готовиться. Так, сейчас его заворачиваем в фольгу. Эта фольга у меня еще с путешествия по Монголии. Она вся такая побитая, избитая. Пошло, я справился. Да. Так, и вот берем его и прям начинаем его прям конфеточку заматывать. Вот такая конфеточка должна получиться. Ставим сюда. Отправляем в духовку. Духовка у нас уже разогретая. Ставим и все. Забываем про него как минимум часа на 3. А пока можете заняться своими делами. Так, друзья, прошло примерно 3,5-4 часа, как мы закинули мясо в духовку. Теперь нам надо сделать гарнир для него. Гарнир, естественно, будет овощной. Для этого мы будем использовать все, что в холодильнике есть, используем. Так, картошка. Ну, режем достаточно крупненько вот так. Разделяем на 2. Ну, как на картошку по-деревенски. Отправляем все в миску. Морковку тоже так же. Такими косыми, достаточно крупненькими прорезами. Опс, кто-то торопится к нам на стол. Болгарский перец тоже так же. Лук можно квадратиками крупненькими, примерно так. Так. Чеснок, как оно есть, вот так половине. Капусту тоже так же, как лук, квадратиками. Так, отлично. И побеги чеснока. Ну, как бы вот этого всего достаточно. Ну, у меня оказались в холодильнике побеги чеснока, и грех их не использовать. Вот такими длинными немножко полосками. Так. Все. И острый стручковый перец. Стручковый острый перец ни в коем случае не режем, не обрезаем, потому что как бы остроты не все любят. После готовки можно его каждый едок себе положить, сколько он считает нужным. Так, вот это все берем, добавляем туда свежемолотого перца. Солим. Так, достаточно. И оливковое масло или подсолнечное масло, ну, растительное масло. Так. И такой салатик получается, замешиваем. Это у нас будет подложка под голяшку, пока мы его сейчас
вытащим, уложим овощи и на нее голяшку. Такой гарнир будет а-ля овощи на гриле. Так, достаем мясо из духовки. Так, забираем, вытаскиваем голень, аккуратно пока откладываем в тарелку. Нам задача какая? Убрать с этого противня этот подгорелый весь сок. Чтобы она не дала негативный вкус к нашему гарниру. А то, что она не подгорелая часть, можно оставить. Так, убрали. Возвращаем, ложим весь наш гарнир сюда. Большой противень. Хорошенько так аккуратно все распределили. Теперь надо будет момент истины, друзья. Открываем, достаем наш голень. Ох, какая красота. Она почти отделилась от косточки. И получается почти холодец. Божественно. Перекладываем. Весь образовавшийся бульон наливаем так, сюда. И все это дело отправляем. Так, не забыть про перчик. Обратно в духовку. Нам надо, чтобы овощи запеклись и правильная корочка вышла у мяса. Так, друзья, мы положили мясо с гарниром в духовку и сейчас приготовим с вами мы глазировку. Для этого мы берем соевый соус. Его нам понадобится буквально чуть-чуть. Ну, так, давайте 2 чайные ложки. Столько же, так, чайную ложку меда. Так, чайную ложку кетчупа и чайную ложку горчицы. Все это перемешиваем в однородную такую массу. Смотрим на консистенцию. Ну, я тут еще чайную ложку соевого добавлю. Еще свежемолотого. И чтобы у нас нашего голени был красивый цвет, будем глазировать мы такой смесью. Прошло примерно 10 минут, как мы обратно положили все в духовку. Пришло время глазировать. Достаем противень. Прям да, вот так. Прям, чтоб было удобненько. И начинаем глазировочку. Так, обильненько смазываем. Видно, что уже овощи начинают подготавливаться. Рулька из говядины, скажем так. Ну, это будет голяшка из говядины. Так, первый этап глазировку закончили. Еще через 10 минут повторим процедуру, потом можно будет кушать. Мясо близится к концу. Нарежем свежие овощи, помимо запеченных. Еще должны быть на столе обязательно к мясу свежие овощи. В нашем случае у нас помидор и огурчик. Красивенько так уложим. Ну, делаем как, насколько красиво у вас получится. Мы все-таки у себя дома и готовим для себя прежде всего. Прошло еще 10 минут, и у нас финальная глазировка идет. Ребята, так, на этом моменте знаете, что можно сделать? Вилочкой проверить. Из всех овощей, которые быстро, долго доходят, у нас картошечка. Вот видим, что картошечка тоже почти на подходе. И у нас финальная глазировка.
мясо. В таких моментах прям не завидую я зрителям, то есть себе не завидую, я завидую как бы вам. Вам вся эта ароматика, что исходит из духовки, не идет, а тут у нас прям вау. Так, и обратно все отправляем. И ждем примерно еще 10 минут. Так, у нас все, я так думаю, готово. Открываем духовку. Уах, красота! Какая! Аромат просто! Ошибись! Вытаскиваем. Ух, какая, получилось-то! Так, у нас блюдо полностью готово, ребята. Теперь мы приступаем к сервировочке. Втаскиваем мясочко. Так. Накладываем гарнирчика. Овощи подготовились отменно. Прям. Так. Берем. Мясо просто распадается на волокна. Так. Опа. Здесь, наверное, все-таки лопаточкой аккуратненько. Опа. Раз. Вот. С этой стороны берем. Вот так. И на вторую тарелку. Раз. Два. Три. Вот эта корочка сама отдельная. Вид искусства получился. И вот так подается. Друзья, приятного аппетита всем. Мясо, как видите, приготовилось. Просто тает во рту. Вообще шикарно. Вот такое чудо у нас получилось. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. У нас впереди еще много-много вкусненького, интересного будет.